Информационные итоги дня подводит программа «Новости» в студии Зураб Центровой. Здравствуйте. Как меняется центр Шали и когда откроется современный дворец культуры? Рамзан Кадыров посетил стройплощадки республики. Ответы на все актуальные религиозные вопросы в одной книге. В Грозном состоялась презентация исламской литературы, изданная и одобренная экспертами муфтията Чечни. 16 километров от сердца к сердцу. В этом году мы планируем провести его более масштабнее. Чечня готовится к второму международному беговому марафону. Шали меняется на глазах. В городе возводится комплекс высоток, 6 жилых многоэтажек и одно здание под торгово-развлекательный центр, районную администрацию, гостиницу, рестораны и офисные помещения. Ход строительных работ проверил глава Чечни. Кроме этого, Рамзан Кадыров побывал и на других стройплощадках республики. Возведение каркаса самой крупной мечети в республике уже завершается. Ускоренными темпами идут инженерно-коммуникационные работы и подготовка к благоустройству. Мечеть, в которой смогут одновременно молиться более 20 тысяч верующих, станет не только одной из крупнейших, но и самой красивой во всем мире. Весь центр города принимает совершенно новый облик. Рядом с мечетью возводится высотный комплекс Шали-Сити. Он включает в себя 7 зданий, 6 из них жилые, а в самом высоком, 21-этажном, разместятся офисы, гостиницы, развлекательные центры. Уже последний 16 этажный опалуб шарил шута. В свою очередь Рамзан Кадыров отметил необходимость тщательного планирования цветовых решений. Побывал глава региона и вновь отстроенном Дворце культуры. Суперсовременный объект начали строить в прошлом году и уже практически готов к сдаче. Здесь помимо рабочих помещений для творческих коллективов предусмотрен банкетный зал, кинотеатр и большая сцена. Обычный стандарт. Второй занавес. Танцевальный кружок, уже группу создать. Рамзан Кадыров подчеркивает, Шали динамично принимает современный облик. Строительные работы ведутся быстро и качественно. Офисный центр, условия дома, культурный дом, объекты, Хинсдон, Хазнесандон, Дикиндон, Занешу. Центр города преображается на глазах. Старые постройки сносятся, новые объекты возводятся по современным стандартам. Следующее, что необходимо сделать, расширить центральную площадь и дорогу, замечает глава региона. Центр учительский дом, Следующий пункт назначения – селение Автуры. Здесь также развернулось строительство мечети. Она будет носить имя известного авлия Бамадгири Хаджи Митаева. Святыня вместит более 5000 человек. Строительство, начавшееся в январе этого года, планируют завершить к зиме. Любой мяч хазу. любой мяч. После Рамзан Кадыров вместе с соратниками посетил зият шейха Бамадгири Хаджи Митаева. Здесь они прочитали дуа, прося у Всевышнего милости и благополучия для всего чеченского народа.
Затем глава Чечни отправился в селение Курчалой вместе с главой муниципалитета Идрисом Черхиговым. Он побывал в парке имени Ахмата Хаджи Кадырова. Совсем недавно эта территория находилась в запущенном состоянии. С того дня, как район возглавил Черхигов, здесь произошли большие изменения. Были введены в строй фонтаны, установлены теневые навесы для отдыха сельчан в любое время года. Также были проведены масштабные работы по озеленению парка. Высажены деревья и кустарники, разбиты цветники. На этой территории планируется открыть мемориал памяти героев войн. Наравне с этим идет реконструкция всего района. Также Идрис Черхигов рассказал главе Чечни о социально-экономической ситуации в районе. Уровень безработицы заметно сократился. Вместе с тем реализуется программа по развитию малого и среднего бизнеса. Активно привлекаются инвесторы. В планах строительства многоквартирных домов и мусороперерабатывающего завода. Ясмина Гацаева, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Религиозные обряды Мавлид и Зикр прошли в центральной мечети Грозного. Их приурочили к Дню памяти и скорби. Здесь вспоминали первого президента Ахмата Хаджи Кадырова и всех героев, погибших на боевом посту, защищая целостность государства. Слово Дагмаре Касаевой. До начала религиозного обряда Мавлид, собравшиеся в мечети, совершили послеполуденный намаз. В ровные ряды для поклонения Всевышнему выстроились имамы городских мечетей, кадии, префекты районов, известные богословы. Среди них и мэр столицы Ислам Кадыров. Возглавляет джамаат муфтий Чечни. Сразу после молитвы верующие собрались в круг для чтения Мавлида. Религиозные обряды Мавлид и Зикр приурочили ко Дню памяти и скорби народов Чечни. Здесь вспоминали первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова и сотрудников полиции, героически погибших на боевом посту, защищая целостность страны. Сразу после религиозных обрядов в сердце Чечни раздали садака. Пакеты с продуктами питания получили все, кто пришел на послеполуденную молитву в центральную мечеть. Организатором богоугодного дела выступила мэрия Грозного. Сегодняшняя милостыня от столичной мэрии не первая за последнюю неделю. Канун праздника Победы и Дня памяти и скорби жителям Грозного дважды раздали пакеты с продуктами питания и жертвенное мясо. Дагмара Касаева, Хамзат Аюбов, Абубакар Абазов, Мурад Альбукаев и Хаважа Мунаев. Новости. Мэр Грозного Ислам Кадыров встретился с начальниками районных отделов полиции и представителями участковых служб. Обсуждался вопрос съемных квартир на территории столицы. Градоначальник отметил, что не все хозяева и риэлторы в процессе сдачи жилья заключают договор с нанимателями. Поэтому в целях безопасности правоохранители должны взять этот вопрос под особый контроль. Ислам Кадыров предложил выработать единый свод правил аренды жилья, чтобы выявлять нарушителей и принимать в их отношении соответствующие меры. Участковые должны быть в курсе всего происходящего на закрепленных за ними участках, добавил мэр столицы. Ислам Кадыров провел встречу с представителями духовенства. Речь шла о нравственном воспитании подрастающего поколения. Большое внимание этому вопросу уделяет и глава Чечни. Городоначальник призвал усилить работу по противодействию пагубным явлениям в молодежной среде. А в муфтияте Чечни состоялась презентация исламской литературы, изданная и одобренная муфтиятом республики. Эти книги отвечают на самые актуальные вопросы современности, рассказывают о сущности ваххабизма, основах суфизма и обличают деятельность иблисского государства. С содержанием книг ознакомилась Луиза Хатуева.
Обязательно ли для мусульманина произнесение нията, то есть намерение вслух? Как постичь путь истины суфизм? К чему ведет ваххабизм? И как, прикрываясь религией, враги мусульман строят и близкое государство? Ответы на эти и многие другие актуальные вопросы современности дает мусульманская литература, презентованная в Духовном управлении мусульман. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ووشي غمدي أشقدوا شو من تاع مصدر إنتاع طبعا يقع بوش بوسات لازم شو حقها ويجنا قصد ضروري شو من سا ويدا لا أسير شو من سا إشتا تاع بلش بقول Над выпуском мусульманских изданий работал экспертный совет. Его возглавил председатель Духовного управления мусульман Салах Межиев. После его одобрения были отпечатаны и изданы 3500 религиозных пособий, в которых не только разъясняются общественные понятия, но и приводятся опровержения нововведений. وي بين بابو قط إباش لاش بابو هو بابو نالشي أتصو إبليس كي بتشالقي أق سار ليلو شتول ظلمة خا وش خاتني داخل الري وتوابيش دوش شتول هم نشنا دو على كيتش بنا بلغش بوش سندر ويا أتص ديل ماستش büyük boş bol hor balxaq sar xatso miliyç to şumnaxa taam yoq ersaditcha horni haqqa boş bol bu binlach bu qins erber boş qi en dabel shit jeindo qi dalmolaha it shit qi keshtina erde doshto. На презентацию книг пришли видные общественные деятели, представители власти и силовых структур. Каждый из них получил в подарок религиозную литературу. Эта литература содержит в себе всю доказательную базу, опровергающая все террористические, ваххабитские, экстремистские и прочие так называемые псевдоучения. Если это будет в более доходчивой, современной, креативной форме доводиться до нашей молодежи, то мы обязательно переломим вот ту ситуацию, которая сегодня у нас находится в социальных сетях, особенно в тех моментах, где ведется совершенно оголтелая, зомбирующая пропаганда молодого населения, которая время от времени мы обнаруживаем в рядах боевиков и близкого государства. Представители муфтията говорят, что им предстоит еще немало работы. В современном мире, где религию сделали способом управления людьми, когда, называя себя мусульманами, недруги проливают кровь тысяч невинных людей. Важно донести до каждого человека суть истинного ислама. Луиза Хатуева, Муса Астемиров, Луиза Юнусова. Новости. В Гудермесе прошло расширенное совещание, на котором обсуждали вопрос исполнения протокольных поручений главы Чечни по регистрации прав собственности. В нем приняли участие заместители руководителя администрации главы правительства Яхья Бесултанов, глава администрации района, а также представители сельских поселений, ведомств и организаций района. Они рассказали, что на сентябрь прошлого года зарегистрированных земельных участков в районе было 11%. На сегодняшний день эта цифра достигла 51%. Гудермесский район сегодня от плана на 9,4% по имуществу опаздывает. По земле все моменты план достигнут, выполнен, опять же, на 9,5% перевыполнен. То есть у нас во всех практически районах проблемным остается имущество. Хамаса показательности по-любому дона, в середине дона, республика район шкан дона, в середине. Похерду, баташим бата, таиш дона. Алшую дона, цундел. Ого, супоручение штях, кэштя дона, боби. Уже после у Заура Хизриева состоялась встреча с руководителем Центра социального обслуживания населения. Его деятельность направлена на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. Поводом встречи стали жалобы о присутствии нарушений в организации. Его руководитель Шамир Дуруев заверил, что исправит ситуацию и наладит работу. Противодействие нарушениям в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом говорили на заседании в прокуратуре. Как показал анализ, в республике получили широкое распространение факты незаконного подключения к энергосетям, от чего несут большие потери поставщики. При этом особую тревогу вызывают случаи отравления граждан угарным газом из-за несоблюдения правил техники безопасности. Только за истекший период этого года зарегистрировано 175 таких происшествий, в которых погибли 16 человек.
В настоящее время возбуждено 55 уголовных дел, часть из которых направлена в суд, и по ним состоялись обвинительные приговоры. Кроме того, по инициативе прокурора республики сформирована практика привлечения к административной ответственности граждан за самовольное подключение к сетям, а также в случае незаконного потребления энергоресурсов в коммерческих целях инициируется уголовное преследование. В Доме культуры имени Щиты Султанова собрались представители заводской префектуры и оперативного штаба 3-го сектора. Это более 500 человек. По поручению мэра города здесь прошла внеплановая встреча с родителями школьников в преддверии проведения единого госэкзамена. Как отметил руководитель оперштаба 3-го сектора Алихан Сакаев, семьи должны внимательнее относиться к своим детям. Ведь профилактика наркомании и употребление психотропных веществ – задача не только профильных ведомств, но и близких родственников школьников. Подобные встречи сегодня проходят по всей республике в рамках поручения главы Чечни. Каждый дюзел, да, в первую очередь, дюзел, доктор, ой, так где-то голче надо, он таджима генер гергал, долчут, я гергал, юхи, что она, чутки девять ган, то это он доход твой, мегасан, это гуон за что, та отче, на, отказ на целом, это она, и сама юпа снова, да, скажите, что. Из дикдат, дикан голче, сенду, она, там, я вот из, и дол цедл, она, так голо. Тревтек хавар учан дал четвертый декабря чубатыш. О, отказ денерца. Также здесь обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде. Собравшиеся отметили, искоренить чуждые народу пагубные явления можно только сообща. Именно родители старшеклассник, родители сейчас конец года, выпускной еще ЕГЭ, он та и берешь хир, дой, молнаш сани стресс снять, хио бохош и берешь, и сумма такой бачадерес, хольцена рамзан аматус, холчду и бера, халхидюн да амади экзамен, и качхин аделха цадел, и берешь хира цадешал. Ишти таха чит маса таха это лош кеддат. Чечня готовится к второму международному беговому марафону «От сердца к сердцу». Свое название он получил по начальной и конечной точкам маршрута. Старт дается от центральной мечети Грозного, финиш у Аргунской мечети имени Аймани Кадыровой. Напомню, бегунам предстоит преодолеть 16,5 километров пути. Все подробности знает Динара Мурадова. В первом международном марафоне «От сердца к сердцу» приняли участие 15 тысяч человек. Однако в Комитете правительства по туризму уверены, что в этом году участников будет значительно больше. Этот марафон станет самым массовым спортивным событием года. В нем примут участие жители из различных регионов страны и даже зарубежья. Маршрут пробега немного изменился, но расстояние останется прежним – 16 километров от сердца Чечни до мечети имени Аймани Кадыровой. По количеству, так, времени решения. Подать заявку на участие в марафоне могут все желающие. При себе главное иметь паспорт. Необходимую инструкцию участники могут получить на сайте Комитета правительства по туризму и на его аккаунте в Инстаграм. В этом году мы планируем провести его более масштабнее и более профессионально подготовиться к нему. В прошлом году забег стартовал по улице Шарипова и был протяженностью 16 километров. В этом году мы планируем провести данное мероприятие по маршруту от проспекта Кадырова и до мечети. В прошлом году в марафоне приняли участие люди разных возрастов. Среди них можно было встретить даже инвалидов-колясочников. Однако победа в прошлом году досталась наиболее подготовленным участникам. В церемонии награждения принял участие и глава Чечни Рамзан Кадыров. В этом году денежные призы от регионального общественного фонда получит первая пятерка финалистов. Первое место 250 тысяч рублей, второе место 150 тысяч рублей, третье место 100 тысяч рублей, четвертое и пятое место по 50 тысяч рублей. После того, как участники финишируют, они пройдут допинг-контроль, и это является обязательным условием получения приза. Регистрация участников марафона будет проходить до 15 мая, а уже 16 числа до начала старта в 7 часов утра бегуны соберутся возле отправной точки на площади перед центральной мечетью сердца Чечни, где каждый участник получит манишку с нумерацией. Динара Мурадова, Муслим Типаев, Дауд Куруев. Новости.
Диспансеризация – залог здоровой нации. Под таким лозунгом в столице прошла акция общественного движения «Народный фронт за Россию». На личном примере организаторы призывали граждан пройти плановое обследование. Это сотрудники Министерства здравоохранения, члены Совета старейшин и Общественной палаты. По данным экспертов, на сегодняшний день явка жителей республики на диспансеризацию составляет всего 9%. Все лечебно-профилактические учреждения имеют все возможности проводить качественную диспансеризацию в плане специалистов, в плане материально-технического обеспечения. К великому сожалению, люди не идут. Здесь не нужны никакие финансовые затраты, никакие деньги. Просто в порядке живой очереди прийти. Вопреки капризам природы, восстановительные работы в Долинском продолжаются. За месяц реконструкции рабочие успели не только обновить старые постройки, но и возвести новые. Напомню, в рамках восстановления поселка были намечены планы по строительству религиозных и социально значимых объектов. О том, как планы притворяются в жизнь, репортаж Аслана Эльбукаева. Поселок Долинский преображается с каждым днем. Мечеть, рассчитанная на 200 мест, уже выделяется на фоне основной стройки. А детский сад, которого здесь никогда не было, готов на 60%. По словам руководителя оперативного штаба, объект будет сдан раньше заявленного срока. В рамках исполнения поручения главы Чеченской Республики Рамзана Ахмадовича Кадырова восстановительные работы поселка Долинского ведутся самым активным образом. По состоянию на сегодняшний день больше половины объема работ, порученного по восстановлению данного поселка, уже выполнено. В настоящее время ведутся в основном внутренние отделочные работы, внутренние сантехнические работы, работы по благоустройству прилегающих территорий. Восстановительные работы в поселке идут меньше месяца, но за это время проделана большая часть работ. Задействовано почти 2000 человек и 200 единиц спецтехники. Реконструкцией охвачено 42 жилых многоквартирных дома. Наряду с ними возводятся и новые объекты. Помимо мечети и детского сада, здание администрации, спортивный комплекс и небольшой парк, которому местные жители особенно рады. Помимо строительно-восстановительных работ, здесь также обновляют все сети коммуникаций. Ведутся работы по подключению населенного пункта к газу, электричеству и водоснабжению. Комфортные условия местные жители смогут оценить очень скоро. Завершить строительство в оперативном штабе планируют уже через месяц. Аслан Эльбукаев, Султан Умаров, Зельмхан Закаев. Новости. 4 года со дня открытия самого большого спортивного объекта Чечни. Ахмат-арена отметила свой день рождения. Запуск спорткомплекса состоялся 11 мая 2011 года. За это время здесь прошли как спортивные, так и культурно-развлекательные мероприятия мирового уровня. История комплекса с первых дней его работы в материале нашего корреспондента. Это именно один из таких моментов, когда в свой день рождения подарки дарит именинник. Мало кто даже знает, что 11 мая, в день феерической победы Терека над Спартаком, Ахмат-арене исполнилось ровно 4 года. За это время на главном футбольном стадионе республики прошло не менее 150 игр. И почти всегда арена собирала практически полные трибуны. Всегда идеальный газон, удобные трибуны, в общем, все без нарекания. Но одно дело собирать болельщиков вокруг матча чемпионата или кубка страны, и совсем другое – радовать свою публику звездами мирового уровня. Здесь уже успели побывать такие гиганты, как Луиш Фигу, Фабиан Бартез и даже прославленный Марадона, но это еще в самом начале, на торжественном открытии стадиона. Легенды мирового футбола Диего Марадона, Иван Самарано, Луиш Фигу, Франко Борези и другие звезды, которых знает каждый любитель спорта номер 1. Кроме звезд футбола были и зарубежные эстрадные артисты во главе Сиси Кетч и Тота Кутуньо. Большие политики, глава Чечни Рамзан Кадыров и тогда еще полпред России в СКФО Александр Хлопонин, игравшие в матче открытия против сборной мира.
Абсолютно аншлаг с того дня уже стал нормой. Это было подтверждено и на официальном уровне. В 2012 году Ахмат-арена вошла в 100 самых посещаемых футбольных стадионов мира, заняв 88-ю строчку. Очередным этапом в небольшой, но насыщенной истории стадиона стало включение его в список тренировочных баз для команд чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Очень радостная новость для нас. Мы давно ждали, что Ахмат-арена станет частью чемпионата мира. Это для нас значит, что мы будем в центре внимания, нас будут освещать, не только нас, но и всю республику будут освещать. Мы будем готовиться, будем стараться показать себя с наилучшей стороны, как хорошая база для дальнейших матчей под эгидой ФИФА. Выразил свою позицию насчет этого и президент ФИФА Йозеф Блаттер. Я уверен, что база в Грозном будет хорошим выбором. Никаких опасений на этот счет нет. За последние 40 лет я участвовал в организации многих чемпионатов мира, но я никогда не был так счастлив работать с организационным комитетом, как здесь, в России. Такое событие значимо не только для одной арены, но и для всей республики. В Министерстве спорта Чечни отреагировали не менее радостно. Здесь события связали с окончательной победой над всеми стереотипами о Чечне. Недавно мы отмечали День мира в Чеченской республике. 16 апреля 2009 года было принято решение о прекращении режима контртеррористической операции. Начиная с этого момента Чеченская республика, в частности и город Грозный, являются регионами с уже хорошей оперативной обстановкой, где можно безопасно и на очень высоком уровне проводить как всероссийские, так и международные соревнования. Принимать важные спортивные мероприятия Ахмат-арене не впервой. Стадион в 2013 году на высшем уровне проводил финал Кубка России. Также Грозненская футбольная арена является членом Европейской ассоциации стадионов и безопасности. Одним словом, к приему большого футбольного праздника 2018 года Грозный готов на все 100. Хамзат Аюбов, Муслим Типаев, Луиза Юнусова. Новости. Все актуальные новости Чечни также в нашей официальной группе ВКонтакте и на сайте groztrk.net. На этом я с вами прощаюсь. Адык Вейшу.